Решение об открытии первого в республике инновационного общеобразовательного учреждения было принято 1 апреля 1996 года указом правительства Республики Ингушетия. Практически сразу сформировался педагогический коллектив и начался отбор лучших учеников со всех школ республики. И уже 1 сентября того же года состоялось официальное открытие Назрановского лицея. Главной целью нового коллектива стало выявление и поддержка наиболее одаренных детей. Когда новость об открытии новой школы с многопрофильной системой обучения облетела всю республику, Диана Дударова училась в 9 классе. Одна из первых выпускниц учебного заведения успела отучиться в лицее лишь 3 года, но уже буквально через пару лет после выпуска вернулась в Альма-Матер уже в качестве учителя русского языка. Мне казалось, что я попала в сказку. Когда дома узнали, что открывается инновационное заведение учебное, лицей, это было воспринято на ура. И моей сестрой, и братом мы сами собирали документы, поступали, сдавали экзамен. Это, наверное, самое такое событие яркое, что произошло в тот период моей жизни. Столь быстрое вливание в образовательную колею нового учебного заведения стало результатом хорошо поставленного учебно-воспитательного процесса. Директором лицея в 1996 году был назначен Сергей Чапанов. Со дня открытия в лицее и Марем Шадыжева. Первые 4 года работала учителем истории, а с 2010 года стала директором инновационной школы. Были сложности, конечно, но мы были первыми. Это и радовало, и немножко было страшновато, потому что инновации вводились впервые, профильное обучение до этих пор в школах отсутствовало, но все получалось. Инновационная школа стала экспериментально-методической площадкой для реализации эффективной системы обучения по разным направлениям – физико-математическая, химико-биологическая и гуманитарная. Более того, наличие спецкурсов риторики, стилистики, словесности, биохимии, прикладной математики и математической логики, а также элективных курсов и научных сообществ лицеистов дало учащимся возможность получать глубокие знания по профильным дисциплинам. С самого начала руководством образовательного учреждения была взята высокая планка, которую поднимали день ото дня все выше и выше. Все школы, все общеобразовательные школы, они перешли по всей России на профильное обучение. Но наши профили, они имеют очень глубокую историю. В чем глубина истории профилей? В том, что дети уже в 8 классе они определяются с будущим направлением, и уже в 9 классе знают, по какому профилю пойдут, какую профессию выберут, какие предметы жизненно им особенно необходимы. И, естественно, есть возможность у детей не только на уроках по своему профилю заниматься углубленно, но есть еще возможность у них на элективных курсах, это дополнительные занятия. Несколько лет лицей в экс-столице оставался единственным в республике, пока с течением времени не появилось еще несколько инновационных школ. Назрановская гимназия, школа-гимназия Марем, лицей в Магасе. Оказаться в числе учащихся школ с многопрофильной системой обучения мечтал каждый ингушский школьник. Но за последние годы образование в регионе вышло на совершенно новый уровень. Лучшую во всех смыслах школу строят в Магасе. Общеобразовательное заведение невиданных в регионе масштабов, но и условия там, соответственно, современные. Светлые классы, объемные коридоры, актовый зал, бассейн. Все для полноценного развития детей. А буквально в прошлом году учителя и школьники сразу 2 предгорных сельских поселений получили самый главный и долгожданный подарок, который позволил алкунским школьникам перейти с 2-сменки в 1. Образовательные шаги как в нашем регионе, так и во всей стране в целом с каждым годом активно набирают обороты. Что самое важное, руководство страны готово оказывать в этом направлении всяческую поддержку, несмотря на сложную экономическую обстановку. Приятно открывать учебные заведения. Почему? Потому что именно благодаря учебным заведениям мы обучаем людей, воспитываем их, готовим из них настоящих патриотов. Только за последние 4 года введено 38 современных учреждений дошкольного образования. В 2007 году планируется строительство еще 6 дошкольных образовательных учреждений. Скажу, что в этом году мы вводим в эксплуатацию новую, одну из крупнейших школ на Северном Кавказе, школа на 1500 мест. Это будет не просто школа, мы планируем создать из него целый научно-образовательный центр. Что я хочу особенно отметить, это проекты, по которым сегодня идет строительство объектов образования в регионе. Существенно отличается от проектов старого образца в части рационального использования пространственных зон, обеспечения системы безопасности, архитектурной привлекательности и комфортабельности.
Работа по ликвидации двухсменного и трехсменного обучения в школах была начата руководством региона еще несколько лет назад. Таким образом, с 2009 года свои двери распахнуло более 70 образовательных заведений. Жители Насуркорта, Икажева, Троицкого, Али-Юрта, Сагапши и ряда других сельских поселений больше не будут переживать за своих детей, которые поздно возвращались домой с занятий. Просторные кабинеты, какие красивые парты. Дети с удовольствием приходят в школу, даже ни один ребенок не хочет оставаться дома. С удовольствием учатся. Образованная, квалифицированная и развитая молодежь – это свои профессионалы и свои специалисты. Залог динамичного развития региона в правильном направлении. И лучшая перспектива в достижении этой цели – дополнительное и профессиональное образование. Стоит отметить, что молодая Ингушетия уже громко заявляет о себе на образовательном поприще. Передай Миржоева, Ильяс Ханиев, Новости 24.